Добрый день, Ваше Превосходительство, господин президент, член правительства, уважаемые спикеры, руководство Университета Центральной Азии. Мне очень приятно вас приветствовать здесь, на этой сцене. И я благодарю вас за оказанную честь мне, как представителю компании SAP, представить вам взгляд SAP на пользу владения и управления данными для повышения эффективности государственного управления, а также привести вам примеры, конкретные примеры реализованных проектов наших заказчиков по всему миру, которые выполнили такие проекты и получили определенную пользу и выгоды. Надеюсь, что вам будет интересно. Говоря о том, какова роль государственного управления, это известно давно, со времен египетской цивилизации. Обеспечение экономической безопасности, защита граждан, предоставление сервисов, обеспечение ресурсов и финансовой стабильности. Но когда любое государство планирует свою стратегию и на очередной год государственные программы, они всегда обращаются к тому, какие ресурсы нам доступны. Финансовые, человеческие, земли, системы, необходимость использования внешних заимствований. На сегодняшний день появился новый тип очень стратегического актива – это данные. Есть очень интересное высказывание бывшего губернатора Майка Пена, это бывший губернатор штата Индиана и теперешний лидер администрации президента Трампа, который реально был чемпионом в области выстраивания новой парадигмы государственного управления по ключевым показателям эффективности. Он сказал, что ни одна организация, ни в приватном секторе не обладает таким объемом, колоссальным объемом данных, как государственный сектор, как министерство и ведомство. Однако огромный вопрос в том, умеем ли мы распоряжаться этими данными, как мы их собираем, что мы с ними делаем, и как мы на основании этих данных принимаем решения. Ему удалось построить такую систему, я немножко об этом расскажу. Таким образом, если мы обладаем такими данными и умением с ними работать, то работа вот по таким панелям управления руководством позволяет проводить ежедневные совещания на уровне кабинета министров, анализируя тренды в создании рабочих мест, работу с населением, какой процент образования сейчас доступен, какой глобальный тренд в области торгового оборота со странами. Вот эти графики позволяют судить о, скажем так, здоровье, о здоровом исполнении бюджета страны на основании достоверных данных. И слово «достоверные данные» здесь ключевое. Именно поэтому очень важно, как говорили все мои предыдущие коллеги и спикеры до сих пор, патронаж самого высокого руководства страны. И нам очень отрадно знать, что тема работы с данными, цифровизация является ключевой в государственной стратегии Республики Киргизстан. Это является залогом для успеха. Цифры говорят сами за себя, я не буду их перечислять, и это реально предмет вашей гордости. Спасибо за то, что вы делаете такую огромную работу в стране. Если говорить о том, какие основные стратегии используют наши заказчики во всем мире при работе с государственными данными, то это 4 стратегии ключевых. Возможно, разные вариации, но в основном 4. Управление данными, как стратегическая функция. Должна быть поставлена работа, системная работа по тому, какие данные в конкретном домене, например, социальное страхование, образование, медицинское обеспечение, оказание сервисов, какие данные, структурированные, неструктурированные данные имеются в стране в базах данных, и каким образом эти данные выстроить, модель данных, которая позволяет делать анализ этих данных и давать рекомендации, каково состояние, каков тренд, но также осуществлять и предиктивный анализ, прогнозировать, а сколько в течение следующих 3-5 лет мы должны будем
заложить бюджет на выплаты социальных пособий, потому что, исходя из многофакторного модели, изменение демографической ситуации, политического расклада и так далее. Вторая большая функция, связанная с данными, это все данные о гражданах, функция номер 2. И сейчас ваша платформа Тундук успешно уже такие данные собирает. Это способствует формированию и внедрению в жизнь так называемого e-government третьего поколения, третьего уровня, когда государство оказывает гражданам проактивные сервисы, не дожидаясь, пока они заявят о своей нужде. Третья стратегия – это оптимизация внутренних бизнес-процессов. И здесь огромное поле для деятельности. В каждом министерстве и ведомстве ежедневно ведется работа, записываются разные данные в системы записи, формируются определенные документооборот. И эти данные могут и должны быть доступны для оптимизации и для анализа, и для повышения эффективности деятельности. И очень важная мысль высказал мой коллега до меня о том, что исполнение этих 3 функций не может быть реализовано без внедрения системы управления изменениями. Очень важно, особенно в области, вернее, в настоящий момент цифровизации, как Digital Estonia, как Словения, Денмарк, обращаться к тому, чтобы постоянно мониторить текущее законодательство и вовремя его изменять, позволяя работать с этими данными, поскольку с законодательной точки зрения на постсоветском пространстве есть очень много ограничений, не позволяющих проводить успешные реформы. И тогда эти 4 стратегии станут реальной платформой для реализации платформ, для успешного ведения и мониторинга госпрограмм или повышения финансовой стабильности. Теперь давайте посмотрим, какие же стратегии использовали наши заказчики и что интересного они сделали в этой области. Первый мой пример – это тот самый штат Индиана. Я говорила о губернаторе Майке Пенни. И очень интересным образом они поступили. Они не пошли от выстраивания платформы, технологии. Они сказали, мы хотим решать проблемы. И одна из таких ранних проблем, несколько лет назад, почему у нас такая высокая смертность младенцев, выше, чем во всех остальных штатах. Обратились в госпитали, в систему медицинского обеспечения. Но это только один взгляд на проблему. Выяснилось, что нужно проанализировать, а сколько платят мамам, когда они выходят по уходу за ребенком, как далеко расположены дома этих мам, и есть ли достаточный медицинский персонал вокруг мам, есть ли достаточное образование у разных слоев населения для того, чтобы ухаживать за младенцами. То есть очень много спектров анализа данных нужно соединить, чтобы найти проблему, а почему. И взяли систему, огромную высокоскоростную базу данных, запросили данные у всех профильных министерств и ведомств, и проведя анализ, я не перевела этот слайд, могу его позже вам продемонстрировать, если вы скажете, вам это интересно, и выявили очень интересные и простые достаточно вещи. Если только от крупного населенного пункта молодая семья с младенцем удалена больше, чем за 5 километров, нет достаточного доступа к медицинскому сервису, не хватает денег на покупку самых элементарных средств гигиены, и мамы просто не умеют пользоваться определенными лекарствами, и они не обучены, недостаточно патронажа. Как только эти выводы были сделаны, на следующий год были изменены государственные программы, появилось большее финансирование в этом вопросе, появился дополнительный персонал, ухаживающий и обучающий молодых мам, и ситуация очень сильно наладилась. Но без комплексного взгляда это было невозможно. Вдохновленный первым успехом, штат Индиана пошел дальше и таким же образом, по такому же принципу проанализировал ситуацию по освобожденным преступникам из тюрьмы. Они часто возвращаются обратно. Почему? И
этот полноценный анализ, который был выполнен на основании данных, поступивших из тюрем, из систем, так сказать, после тюремного образования и воспитания, показал, что, опять-таки, система такая же. Люди не ходят в комьюнити для того, чтобы обучаться, как правильно отказываться от наркотиков, чем заняться. У них нет достаточного уровня ежедневных занятий и образования компьютерной практики, например. Поэтому это все позволило сделать определенные выводы штату, каким образом работать с таким особым контингентом. Вот это иллюстрация первого случая снижения уровня младенческой смертности до и после. Другой очень интересный кейс пришел к нам из Австралии. В Австралии, в провинции Квинсленд, одной из самых больших провинций штата, всего 500 человек работает в налоговой администрации. Вы понимаете, как сложно людям обратиться к тому и выявить, почему мы недополучаем налоги, почему мы недособираем налоги. Проанализировав базу данных и применив машинное обучение, были выявлены налогоплательщики под риском, и с этого момента налоговые инспектора обращаются только к группе риска, но и таким образом действительно была продемонстрирована очень высокая степень повышения собираемости налогов. Другое успешное внедрение, связанное с повышением использования данных, штат Арканзас, и это примерно такой же кейс, который я вам уже рассказала, о предупреждении правонарушениях. Сбор всей информации об освобожденных из тюрем позволил минимизировать экономическую составляющую, поскольку штат Арканзас ежегодно тратил 18 миллионов на систему перевоспитания и освобожденных из тюрем. Это тоже позволило не только оздоровить общество, но еще и принести экономический эффект. И еще один кейс очень интересный. Штат Пенсильвания. 80 государственных ведомств занято тем, что исполняет финансовый бюджет, закупая определенные запланированные машины, медикаменты, средства и так далее. Однако контракты находятся в одной системе, заказы на закупку и работа с закупщиками в другой системе, а затраты, финансовые затраты в 15-й системе. Как узнать, насколько эффективно тратятся государственные средства? Собрав данные из всех систем в единой базе данных, штат, контролинговое агентство штата умудрилось выяснить, что вот эти суммы, более 18 миллиардов долларов, находились под риском. Тендеры были неправомерными, и, соответственно, нужно больше уделять момента анализу и предотвращению фрода. Другой пример – это Министерство иностранных дел, одной из крупнейших уважаемых европейских стран. Они сказали, что в тех странах, где они имеют свои ведомства, они хотят вместо реактивной помощи реализовать проактивную помощь в тех странах, где назревает конфликт. Проанализировав более 40 открытых источников данных в единой базе данных и предоставив эти данные визуально, данная система управления данными позволила стянуть необходимые ресурсы до начала конфликта в нужную страну и таким образом снизить бремя тяжести. И последний пример – это национальное хранилище данных в Дании, которое анализирует и собирает данные по вертикальным стрелочкам, что является, например, область социального обеспечения, область образования, область медицинского образования, медицинской поддержки и так далее. На одинаковых принципах была построена платформа, и теперь это национальная платформа, которая обеспечивает все министерства, ведомства определенным срезом чистых и достоверных данных. Таким образом, делаем вывод, для того, чтобы реализовать подобные успешные проекты, необходимо организовать работу с данными и помимо написания стратегии иметь собственника такой стратегии, который отвечает за нее, построить процессы работы с данными и привлечь необходимые инновационные технологии.
Для того, чтобы не ограничивать себя только рассказами, мы также хотим, я хочу от лица компании SAP, предложить следующие шаги. Наверное, мы еще пока мало знакомы, но у нас есть отличная практика работы с университетами. Называется она SAP University Alliance. И нам было бы очень приятно поработать с Университетом Средней Азии в области заключения такого альянса для предоставления возможности лабораторного анализа и использования наших программного обеспечения для учебы студентов. Мы помогаем научить преподавателей, которые потом учат студентов. Мы также, если вам интересна тема управления государственными данными, готовы вместе с вами создать рабочую группу и провести семинар на основе методологии свободного мышления для выявления какой-либо одной стратегической задачи, например, как в штате Индиана, и на основе Университета Средней Азии выполнить пилотный проект, который показал бы практический результат для вас. Вот это такие. Также мы можем организовать референциальный визит к одному из заказчиков, которых я сегодня вам рассказала. Большое спасибо. Обращайтесь. Thank you, Dr. Penina.